Это новости экономики. Здравствуйте. 27 июля в 13 часов дня на станцию Нижний Бестях прибудет первый официальный пассажирский поезд. Отметим, что в этот день на станции Нижний Бестях состоятся торжественные мероприятия. Регулярное же пассажирское движение стартует с 29 июля. Поезда будут курсировать через день по нечетным дням. В середине августа к поезду будут цепляться вагоны беспересадочного сообщения до Благовещенска, Хабаровска и Москвы. Длина достроенного участка составляет 439 километров. Напомним, что пусковой комплекс Томмот-Нижний Бестях начали строить еще в 2005 году. Объект планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Однако после банкротства корпорации «Трансстрой» объект достраивал Росжелдор. С 2014 года на строящемся участке Томмот-Нижний Бестях временную эксплуатацию осуществляла компания «Железные дороги Якутии». Всего на строительство дороги потребовалось более 48,5 миллиардов рублей. Основными акционерами компании являются РЖД и Республика Саха-Якутия в лице регионального министерства имущества и земельных отношений. Сам приказ об открытии станции участка Томмот-Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций вступает в силу сегодня, 26 июля. Это значит, что станции нового участка открыты для работы в режиме постоянной эксплуатации. До станции Нижний Бестях будут продлены сквозные среднесетевые тарифы РЖД на перевозку грузов. Будет оформляться единый документ российских железных дорог от станции, скажем, там Новосибирск, Красноярск, Чита, Владивосток до станции Нижний Бестях. И любой грузополучатель и грузоотправитель может оформить и отправить грузы до станции Нижний Бестях. В связи с этим происходит существенное уменьшение стоимости. В среднем это в зависимости от грузов, от номенклатуры грузов, от станции отправления, она уменьшается в среднем на 25%. В связи с этим ожидается общее снижение транспортной нагрузки на 25% от железнодорожного тарифа. С вводом продления тарифа до станции Нижний Бестях стоимость за перевозку крупнотоннажного контейнера относительно Томмота увеличится только на 1500–3000 рублей. В то время как стоимость этой перевозки автотранспортом с Томмота составляет от 3000 рублей за тонну. Что касается цен на билеты на пассажирские перевозки, то на стоимость проезда повлияют дифференцированные по календарным периодам года коэффициенты гибкого регулирования тарифов на проезд в купейных вагонах. Стоимость проезда ориентировочно составит до Москвы в плацкартном вагоне 7700 рублей, до Хабаровска плацкарт составит 3400 рублей, до Благовещенска 2800 рублей, до Нерингри плацкартный 1500 рублей. При строительстве железной дороги Томмот-Нижний Бестях в условиях вечной мерзлоты применялись специальные технологии. Одна из таких – это устройство насыпи земляного полотна железной дороги с применением технологии так называемого слоеного пирога. Кроме этого, в основании насыпи для исключения воздействия тепла на вечную мерзлоту и просадки земполотна были уложены пенополистирольные плиты. Также было применено устройство тепловых навесов на выемках для того, чтобы также исключить воздействие тепла и прямых солнечных лучей на вечную мерзлоту. Рядом с насыпью были применены сезонно охлаждающие устройства, которые способствуют охлаждению вечной мерзлоты. В остальном все технологии стандартные. Отмечается, что при эксплуатации будет вестись наблюдение за динамикой насыпи тела земляного полотна железной дороги. С вводом в постоянную эксплуатацию пускового комплекса и открытием пассажирского движения компания «Железные дороги Якутии» планирует наращивать пассажиропоток. В этом году планируется перевезти 85,5 тысяч человек, в 2020 году свыше 111 тысяч, а в 2021 году 133 тысячи. А к 2032 году железнодорожники намерены увеличить пассажиропоток до 175 тысяч человек. Это были новости экономики на Якутия-24. Юлия, у меня на этом все. Встретимся в следующем эфире. Спасибо, Ниргуяна. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что они могут стать свидетелями этого исторического события. Наш телеканал будет транслировать завтра в 13 часов прибытие поезда в Нижний Бестях.